Здравствуйте, меня зовут Александр Хавренко. Вот-вот в России начнется сезон отпусков, а между тем путешествия подорожали. С одной стороны из-за сокращения числа рейсов из России, с другой из-за закрытия аэропортов на юге страны, а с третьей из-за валютных ограничений. Цены на туры в Сочи, Анапу, Геленджик выросли минимум на 30% по сравнению с прошлым годом и будут еще расти. Хотя они уже сопоставимы с ценами на пакетные туры в Турцию. С перелетом, трансфером, страховкой, проживанием и питанием все включено в пятизвездочной турецкой гостинице. В некоторые периоды стоит дешевле просто проживание в хорошем отеле в Сочи для одного человека или какого-то состава семьи. Сочи остается монополистом южных морей, и цены на отдых тут выросли, даже учитывая меры поддержки Ростуризма. По оценке независимых финансовых экспертов, из-за роста курса валют и нестабильности экономической ситуации стоимость путевок за границу выросла на 20-30%. Отдых в Россию подорожал на 50-70%. Цены на отдельные средства размещения вырастут еще значительнее. И речь здесь в первую очередь о стоимости проживания и услуг внутри России. За рубежом подорожание происходит гораздо скромнее и более аргументированно. Наиболее дорогими, но в то же время популярными направлениями в летние месяцы станут Краснодарский край и Крым. Определенный интерес у россиян также вызовут такие направления, как Калининградская область, Дагестан, Карелия и Алтай. Если же говорить о зарубежных направлениях, то Турция и Египет окажутся теми странами, которые покажут отличный показатель по приему российских туристов, даже несмотря на повышение цен, так как конкурентов у них в настоящее время практически нет. Если мы говорим о зарубежных курортах летом, безусловно, активно конкурировать с этими странами будет и Абхазия. Отдых там летом будет начинаться от 22-25 тысяч рублей в неделю на одного человека. А вот отдых на Мальдивах, Сейшелах и Кубе, которые и раньше-то не были бюджетными, теперь обойдутся минимум в 200 тысяч рублей на одного человека за недельный тур. Ожидать снижения цен стоит только поздней осенью. В это время отдых как внутри страны, так и за ее пределами должен подешеветь. Конкретные сроки – октябрь-ноябрь, когда все представители бизнеса получат хороший доход от туризма и спрос со стороны отпускников на него значительно снизится.